Авиакомпания «Якутия» начала реализовывать субсидированные билеты в центральные города России. Перелеты Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург без учета комиссии стоят 9200 рублей. Это стало возможно благодаря упорной работе властей республики с федеральным центром. С сегодняшнего дня региональный перевозчик начал реализацию долгожданных субсидированных авиабилетов. Они доступны только для жителей с дальневосточной пропиской. Всего авиакомпания «Якутия» должна реализовать по этой программе 7000 билетов. Дополнительно, что хотелось бы отметить, что период полетов, к сожалению, пока ограниченный до конца ноября. Это связано с тем, что основное действие постановления, оно действует с марта по конец ноября. Вот. Дальнейшее там на декабрь это опять-таки рассматривается в правительстве Российской Федерации. Могу сказать, что находится, скажем так, на контроле. Ну, надеемся, что тоже решится по поводу декабрьских полетов и на 2022 год. Поэтому авиакомпания «Якутия» является социально значимой авиакомпанией в республике, да, и социально ориентированной, подала заявку, нам ее подтвердили, и с сегодняшнего дня мы открыли эту продажу. Между тем, в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики объяснили, почему авиакомпания «Аэрофлот» не получила субсидию на перевозки пассажиров в регионе. Это в первую очередь связано с тем, что в 2019 году перевозчик прервал полеты в столицу Якутии в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Одним из условий и требований правил предоставления субсидий является, соответственно, соответствующий объем перевозок пассажиров из определенного аэропорта. И Аэрофлот не подавал заявку на аэропорт Якутска, а подал заявку там, где он традиционно в последнее время летал. Это Хабаровск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск. И, возможно, они подадутся в последующие периоды.